Очень богатым на масштабные спортивные события выдалось начало этого года. Только улеглись страсти наших болельщиков, следивших за юными спортсменами, как уже меньше месяца осталось до проведения Кубка мира по вольной борьбе, который пройдет у нас в Якутске 16 и 17 марта. Республика активно готовится к предстоящему событию. В продажу поступило около 5000 билетов, которые раскупили практически моментально. Подробности о подготовке к чемпионату в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Кубок мира впервые за 8 лет проводится в России. Символично, что принимает его Якутия, где вольная борьба – спорт номер один. Напомним, предложение о проведении Кубка было внесено главой республики Айсеном Николаевым. И эта инициатива была поддержана Международной федерацией. История вольной борьбы в Якутии прочно связана с Кубком мира. Виктор Лебедев в составе сборной России дважды становился его обладателем. А легендарный Павел Пинигин завоевывал эту награду с национальной командой аж трижды. История его побед доказывает, что для борца Кубок мира – это серьезная заявка на олимпийское золото. Я был бы счастлив участвовать в своих родных стенах и показать свои лучшие стороны. Ну, вот это я хочу сказать не о себе, а о ребят, которые наши спортсмены из Якутии будут выйти помочь этот ковер. Они должны показать самые-самые лучшие качества и победить убедительно. До главного спортивного события года остался буквально месяц. Подготовку к Кубку можно увидеть невооруженным взглядом. По всему Якутску появляются огромные баннеры, оповещающие зрителей. К соревнованиям планируется распечатать около километра брендированной печатной продукции. Поболеть за нашу сборную вживую и посмотреть на борцов мирового класса с трибун спорткомплекса «Триумф» смогут 5000 якутян. Билеты за места на центральную трибуну раскупили буквально за час, и около 550 билетов будут переданы бесплатно для воспитанников детских домов, спортивных школ и клубов, а также ветеранам спорта. Также зрители могут посмотреть прямую трансляцию Кубка мира на телеканалах НВК «Саха» и «Якутия-24». Мы точно знаем, что как бродкастерам и техническим операторам трансляции будет наша НВК «Саха» Якутия. Но, к сожалению, мы пока окончательно еще не знаем, какие телеканалы будут привлечены, но мы точно знаем, что где-то около 10-11 каналов стран будут покупать сигнал. Основные подготовительные работы ведутся в спорткомплексе «Триумф», ведь он станет основной ареной событий. Сейчас здесь ведутся ремонтные работы. Раздевалки, которые душевые заново ремонтировали, делали лучше, чем прежде. Потом гардеробы тоже поменяем. И работу провели еще косметический зал борьбы, зал бокса, коридоры. «Триумф» готовят именно к проведению Кубка. Его стены покрасили в зеленый, официальный цвет предстоящего события. Внесли коррективы и по планировке. В центре спортивной подготовки «Триумф» проходит множество соревнований по вольной борьбе самого разного уровня. Традиционно они проходят на 3 матах, но по требованиям Международной федерации Кубок мира будет проводиться на 2. Организаторы обещают, что соревнования будут еще более зрелищными. Зрелищным сделали даже выход спортсменов на ковер. Для этого установили 2 плазменных экрана, через которые будут выходить команды. В турнире примут участие 8 сильнейших сборных планеты. В этом году по итогам прошлого чемпионата мира сильнейшими стали Россия, США, Грузия, Куба, Япония, Турция, Монголия и Иран. На право попасть в число участников в составе сборной России претендуют 3 якутян – Эдуард Григорьев, Ариан Тютрин, а также лидер сборной Якутии Виктор Рассадин. Все они показали наиболее высокие результаты и сегодня имеют наилучшие шансы стать частью национальной команды. И сборная России будет самой хорошей, как уже Джамбулат Ильич Тудеев в своем интервью говорил, что самая сильная команда поставит у нас в Якутии. Как я уже говорил и повторяюсь, что 8 лет назад только у нас был кубок. Мы хотели бы вернуть его в Россию. Сейчас все спортсмены сборной России тренируются в Москве. Окончательный состав сборной определится во время 2-х учебно-тренировочных сборов, которые намечены на начало марта. Юрий Осипов, Евгений Тайтонов, Георгий Григорьев, Владимир Павлов, Якутия. День за днем. До начала соревнований Кубок мира по вольной борьбе среди мужчин все меньше и меньше времени. Сегодня глава республики Айсен Николаев ознакомился с ходом подготовительных работ на объектах Центра спортивной подготовки «Триумф». Монтажные и отделочные работы ведут 6
подрядных организаций. Первоочередное внимание – соревновательной зоне. Особое внимание уделяется также и гостинице, где остановятся спортсмены. Далее Центр спортивной медицины и реабилитации. Здесь участники Кубка будут проходить ежедневный осмотр, а также восстанавливаться после физических нагрузок. По словам организаторов, готовность объектов 70%. По итогам осмотра Найсен Николаев обозначил ряд вопросов и мер по обеспечению безопасности. Напомним, Кубок мира по вольной борьбе 2019 пройдет в России впервые за 8 лет. Это стало возможным по предложению главы Якутии. Его инициатива поддержана Международной федерацией борьбы. До главного спортивного события года в республике ровно 20 дней.